На телеканале «Пятница» вышел новый выпуск передачи «Четыре свадьбы», где одной из невест стала наша землячка Сайлык Андар. Я начала вести блог и начала рассказывать, как я готовлюсь к свадьбе спустя 15 лет отношений с моим мужем. Расписано. Но свадьба, мы расписаны, но свадьбы, ни кольца, ни фотографий, ничего не было. И показывала, как я худею. Тогда мне написал менеджер, что заинтересовался нашей свадьбой, хотели бы показать тувинскую свадьбу. Я показываю, я рассказываю мужу, муж соглашается, и все, поехала. За 8 лет существования проекта национальная свадьба выиграла только один раз. Это была казахская свадьба. Поэтому Сайлык не питала иллюзий насчет победы, приняла участие только ради новых эмоций и опыта. Вот, и я понимаю, что у меня нет шансов выиграть, но есть шанс хорошо показать Туву. Я посмотрела, как очень много невест делают трэш. А, Прям видно, как они занижают баллы, и это очень некрасиво, нечеловечно смотрится. И я поняла, что лучше говорить как есть, не придираясь, не говоря, что вон в той подушке там пятно, какой кошмар. Сайлык говорит, что во время проекта у нее сложилось хорошее дружеское общение с участницами и вне эфира. И в самом начале у них была договоренность ставить баллы честно. Но что-то пошло не так. Этого не было в выпуске, но это было в финале, когда снимались на камеру. Вот при всей камере она меня обозвала там собакой, она там плохо отзывалась о свадьбе. Оказывается, она еще наш торт. Торт стоял замороженным, он отмораживался в зале. И в это время невесты подошли и осматривали зал, торт, интерьер, да. И в это время она вот просто даже не тронула пальцем торт, да, чтобы понять, что он заморожен, либо это, не знаю, они думали, что это бутафорский какой-то торт, и они тронули. Но она специально облизнула свой палец, общий торт, облизнула свой палец и тронула торт. Вот. Это рассказали мне невесты на финале во время эфира, и я была в шоке. Ну, зачем так поступать? Это ужасно аморально. Это даже не шутка. Эти трэшовые моменты не вошли в эфир. Большая часть была вырезана. Из всей свадьбы Сайлык в программе показали только 1/10 часть. Не вошли и самые трепетные моменты. Все-таки 4 свадьбы — это шоу, и в эфир выходит самое яркое и провокационное. На самом деле девчонки рассказывали, что свадьба была интересная. А, Да, они уставали, потому что они не привыкли там с 8 утра до 10 вечера отплясывать. Они были на каблуках, и им было, они уставали. Есть люди, им понравились мои гости, насколько они все были дружные. Вот Катя, невеста Катя, проводила у нас игру, она привезла овощи из Краснодара и переоделась продавцом. Это был там стейдж такой, и говорила: покупайте там овощи. И мои гости сразу же разобрали, и она отозвалась, что я не ожидала. Я думала, что никто не подойдет, либо подойдет один-два человека. Но мои овощи очень быстро разобрали. У тебя очень дружные гости. В принципе, впечатление от моих гостей у них положительные, все такие радостные, все веселые. На самом деле другим участницам понравилась свадьба Сайлык. Хвалили артистов и программу, впервые услышали Хамэй вживую, и даже блюда были не только мясные. Для гостей было приготовлено дополнительное разнообразное меню. В самую первую очередь свадьба понравилась нам. Мы до сих пор вспоминаем эту свадьбу с теплотой, с улыбкой, вот, и прям с таким восхищением, что не просто, что это для выпуска, да, а просто для себя. У меня родственники пишут, что это была самая крутая свадьба, на которой они были. Свадьба – один из самых важных и стрессовых моментов в жизни. Многое в празднике Сайлык было сорвано из-за недобросовестных организаторов, а участие в проекте принесло и негативные, и положительные эмоции. Сайлык говорит, что если вы хотите попробовать, то пробуйте. Это хороший
хорошая возможность увидеть новые города и получить новые эмоции, но нужно быть готовым к эксцессам реалити-шоу. А самой свадьбой Сайлык довольна и счастлива, что провела самый счастливый день в жизни именно так, как хотели они вместе с Сайдашем. Мария Стручкова, Денис Мангуш, 108 канал.